город, мой Ижевск, ты окрыляешь нас. Пусть небо над тобой лазурным будет. Наш город, наш Ижевск, любимый без прикрас. Дари себя живущим здесь счастливым людям. Скажите без красок и лести, что лучшего в городе есть? Конечно же, люди Ижевска. Они его гордость и честь. И в чем эта гордость сегодня? Я так бы об этом сказал. Во многих делах благородных не раз он в России блистал. А с дней бородинских сражений дал столько оружия стране, что звание герой, несомненно, достоин наш город вполне. Умельцам в Ижевске почтение и творческой мысли простор. И дарят ему достижения наука, искусство и спорт. Достойно, без лишнего треска, идет он в грядущую даль. Ижевск — это люди Ижевска. Бесценный его капитал. Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на ежегодной церемонии вручения премии «Человек города-2016». Четвертый год премия общественного признания собирает вместе жителей нашего города. Талантливую молодежь, бизнесменов и руководителей, спортсменов, людей искусства, почетных гостей и достойнейших жителей Ижевска. Именно здесь, на этой сцене, получат признание те, кто этого действительно заслуживает. Благодаря этим людям Ижевск получил известность в различных сферах деятельности в стране и мире. Давайте поприветствуем героев сегодняшнего дня и друг друга бурными аплодисментами. Точно такие же аплодисменты авторам идеи создания и проведения премии медиагруппе «Новое время», радиостанции «Город ФМ» и журналу «Город». Наша премия не состоялась бы без участия партнеров, которых мы хотим поблагодарить с вашей помощью. Аплодисменты администрации города Ижевска, Фонду развития города «Арго», надежному партнеру премии, компании «Ижторг Металл», автомобильному партнеру премии «Ауди-центр Ижевск», партнеру премии «Аспек Медцентр», партнеру премии сети стоматологии «Лада Эстет», партнеру премии школе дзюдо Алима Гаданова. И еще раз аплодисменты всем партнерам. Максим, судя по громкости аплодисментов, мы смело можем с тобой сказать... Вместе? Да, думаю, вместе. Церемония открыта. Время. Время идет по вечному маршруту. Минута, час, десятилетие. И как бы нам ни хотелось его продлить, жизнь не стоит на месте. Она несется неумолимо, быстрым, стремительным потоком, состоящим из дней и событий, праздников и будней. И из этого складывается жизнь человека, его судьба. А из множества человеческих судеб складывается история города. «Человек города» — это ежегодная независимая общественная премия, призванная познакомить горожан с людьми,
которые по зову сердца вносят личный вклад в развитие любимого Ижевска. Претенденты на звание «Человек города» выдвигались самими горожанами. В этом году было подано около 300 заявок. В списке 4-й ежегодной премии «Человек города» представлено 14 номинаций. Экспертным советом, в состав которого вошли лучшие специалисты города из различных сфер, в шорт-лист премии вошли 36 горожан. И всех их мы увидим сегодня на нашей сцене. И вот теперь точно мы начинаем. Номинация «Гражданская инициатива». Маргарита Николаевна Савченко, врач-невролог высшей категории, член Общества православных врачей. Более 5 лет возглавляет единственное в Ижевске православное сестричество «Милосердие». Среди социальных проектов, реализуемых в городе по инициативе сестричества, пункты временного пребывания и бесплатного питания для бездомных, а также Центр помощи матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Источник». Наталья Шампорова, профессиональный психолог, детский правозащитник, автор ряда социальных инициатив. Главным своим достижением Наталья считает проект «Особые мамы». Цель проекта – оказание психологической и юридической помощи особым семьям, а также поддержка родителей в стремлении сделать жизнь детей полноценной и насыщенной. В 2016 году проектом «Особые мамы» было организовано 20 мероприятий, в которых приняли участие более 160 семей. Константин Михряков, актер Государственного театра кукол Удмуртской республики, основатель инклюзивного детского театра «Надежда». Впервые в республике применил куклотерапию как инструмент социализации и психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями. Благодаря выступлениям на региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях театр «Надежда» известен далеко за пределами Ижевска и Удмуртии. На сцену приглашаются участники номинации «Гражданская инициатива». Савченко Маргарита Николаевна. Шампорова Наталья Сергеевна. Михряков Константин Львович. Партнер номинации «Мастерская кондитерская буланжери» напоминает, что вкус определяет стиль, поэтому торты из буланжери не просто пекут, их творят. И в них, разумеется, только самое лучшее. Позволь себе искушение «Мастерская кондитерская буланжери». Добро пожаловать в мир сладких наслаждений. Добро пожаловать на нашу сцену для вручения премии «Человек города-2016» в номинации «Гражданская инициатива». На сцену приглашается Лариса Владимировна Руденко, директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. И господа, здесь царит такая удивительная атмосфера, и собралось так много замечательных людей, что, вы знаете, у меня просто огромное чувство восторга. Позвольте в первую очередь поблагодарить всех организаторов этого замечательного проекта. Вы делаете огромное дело для города. Люди, которые делают добро, они, как правило, очень скромные. Они не любят рассказывать о себе, не любят делиться своими проблемами. Они не ждут никаких наград. И вот эта премия позволяет познакомиться с этими людьми. И я очень надеюсь, что они будут примером для многих горожан нашего города. И тогда добра в нашем городе будет еще больше. Я благодарю всех людей, которые участвовали в этой номинации. Ваше неравнодушное отношение к жизни вокруг себя делает жизнь в нашем городе лучше и легче. Спасибо вам огромное. И я хочу пожелать всем, чтобы у нас с вами никогда не опускались руки делать добро, и никогда не пропадало желание делать добро. И чтобы в сердце у нас тоже всегда было только добро. Здоровья всем, счастья и мира на земле. Спасибо. Лариса Владимировна, осталось взять конверт в руки. Да, сейчас самое главное интересное. Победителем в номинации «Гражданская инициатива»
Савченко Маргарита Николаевна. Я, конечно, бесконечно взволнован. Я благодарна экспертному совету, жителям города за то, что так высоко оценили работу нашего сестечества. У нас всего 50 сестер. И, слава Богу, появились добровольцы, их 44 человека. Эти люди бескорыстно, неустанно творят добро для всех людей, которые в этом нуждаются. И я вас еще раз хочу тоже призвать, чтобы вы буквально с малых лет в своих детишках, в своих внуках воспитывали, сеяли семечко добро, чтобы оно вырастало, потому что добро порождает добро. Спасибо вам всем. Низкий поклон ангела-хранителя. Всем. И еще раз ваши аплодисменты всем участникам номинации «Гражданская инициатива». Поздравляю! Спасибо большое. Ижевску всегда было и есть чем гордиться, и в первую очередь своими людьми. И держится мир именно на надежных людях, в которых столько красоты и достоинств. Была и есть на земле у всех народов и во все времена профессия трудная и романтичная, и интересная и увлекательная, имя которой – учитель. Учитель сам по себе необычный человек. Он скромный и настойчивый, инициативный и изобретательный. Он веселый и находчивый. Он учится и учит других. Он ищет и находит. Номинация «Просвещение и наука». Элеонора Григорьевна Щиголева. Новаторские идеи Элеоноры Григорьевны позволили преобразовать Ижевскую школу номер 29 в уникальное учебное заведение «Экономико-математический лицей», который с 2008 года входит в 100 лучших школ России, а выпускники лицея номер 29 блестяще представляют Ижевск на предметных олимпиадах, становятся студентами престижных вузов и с успехом реализуют себя в разных профессиональных сферах. Анна Владимировна Анисимова. За 27 лет успешной профессиональной деятельности учитель русского языка и литературы Ижевской школы номер 74 выпустила почти 3000 учеников, многие из которых смогли добиться успеха в разных сферах жизни. В 2016 году Анна Владимировна стала победителем городского конкурса «Педагог года». Ее авторские проекты и методики позволяют максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. Елена Петровна Максимова. Педагог с колоссальным стажем. Более 40 лет она посвятила совершенствованию системы школьного образования в Ижевске и Удмуртии. Сегодня Елена Петровна возглавляет городскую ассоциацию жертв политических репрессий, занимается организацией акций по благоустройству памятников, проводит уроки памяти. В 2016 году Елена Петровна выпустила книги «Сталинские репрессии глазами современников» и «Книга памяти номер 2. Жертвы политических репрессий по Удмуртской республике». На сцену приглашаются участники номинации «Просвещение и наука». Элеонора Григорьевна Щиголева, Анна Владимировна Анисимова и Елена Петровна Максимова. Партнер номинации – сеть стоматологии и имплантации «Лада Эстет». «Лада Эстет» – это современная клиника с полным спектром услуг и с использованием новейших технологий. «Лада Эстет» 20 лет на рынке стоматологии. Это серьезный багаж опыта и профессионального мастерства. Нам есть чем гордиться. Для объявления победителя премии «Человек города-2016» номинации «Просвещение и наука» на сцену приглашается Елена Алексеевна Боброва, директор телевизионной компании ТНТ «Новый регион».
Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Елена Боброва, и я живу в Ижевске. Я всегда так начинаю свои выступления, где бы они ни проходили. В Ижевске ли, в России ли, или за ее пределами, потому что я люблю этот город, я горжусь этим городом. И я хочу, чтобы в этом городе было больше людей, которых мы могли бы вот так приглашать на сцену. Для меня сегодня особая честь называть победителя именно в этой номинации «Просвещение и наука». Мне кажется, да что там кажется, я уверена, что многие из вас хотели бы сейчас вместо меня оказаться на этой сцене, потому что я уверена, в этом зале у каждого, от министра до студента, есть человек, о котором с придыханием, с сердечным учащением ритма сердца, с самой большой буквы вы можете сказать «учитель». И я желаю вам, чтобы у вас не иссякали слова восхищения, признания, благодарности вашим учителям. А еще я всегда знала, потому что я сама по образованию учитель истории, что это вообще тяжелая ноша учитель, но мне кажется, она и приятная, потому что я обращаюсь к вам, потому что в вашем лице сегодня я благодарю всех учителей нашего города. Вы даете нам воздух дышать. Вы щедро, большими ковшами наливаете нам божественный нектар знаний. Вы большими охапками передаете нам строительный материал для нашей будущей жизни. А мы принимаем, и потом мы отдаем тем, кто нас когда-то тоже назовет учителями. И я желаю нам всем заряжать наших учеников вирусом добра, милосердия, вирусом терпения, взаимопонимания, ну и, конечно, любви. Любви к людям, к городу, в котором мы живем, и к стране, которой мы всем гордимся. И именно это делают наши героини каждый день своей жизни. Не сосчитать их учеников. И каждая из них, конечно, достойна, вот честно достойна каждая стать и получить общественное признание города. Но мне сказали, что победитель один. И мне кажется, пришло время называть его имя. Знаете, я сегодня счастлива вдвойне, потому что человек, которого я сейчас назову, для меня это как раз тот человек, который учитель с большой буквы. И для меня, и для моих детей. Элеонора Григорьевна Щиголева. Но не меньшие аплодисменты, конечно же, и Анне Всем Владимировне, участникам номинации. и Елене Петровне. Для меня это огромная честь, и я продолжу слова Елены о том, что я сейчас не в Ижевске нахожусь, где-то в другом месте живу, и бываю в Ижевске, потому что это мой дом. И всегда с гордостью говорю тоже, я из Ижевска. Знаете, какое счастье видеть своих детей, выпускников, счастливыми, успешными, здоровыми. И в этом наше учительское счастье. Спасибо моим коллегам. Я всех поздравляю номинантам с сегодняшним прекрасным праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
На премии «Человек города» мы знакомимся с представителями разных профессий, но есть одна, которую по праву считают самой гуманной профессией. Это профессия врача. Редко кто, избрав тернистый путь медицинского работника, с него уходит. Как правило, это призвание на всю жизнь. Номинация «Здравоохранение». Владимир Михайлович Напольских, профессор, заведующий кафедрой онкологии Ижевской государственной медицинской академии, практикующий хирург-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера. На счету Владимира Михайловича множество научно-исследовательских работ и тысячи успешно проведенных операций. Он был инициатором внедрения эзофагогастробронхоскопии в практику работы онкодиспансера, воспитал множество молодых и перспективных хирургов. Ольга Шестакова, врач-гинеколог-репродуктолог Республиканского центра репродуктивного здоровья. Пациенты называют ее репродуктологом от Бога. Сотни семей в Ижевске и Удмуртии смогли стать счастливыми родителями благодаря профессиональной работе Ольги Васильевны. 131 малыш из пробирки. Таков результат деятельности Ольги Шестаковой на сегодняшний день. Помимо основной работы, она активно занимается просветительской деятельностью в области сохранения репродуктивного здоровья. Эльвира Галиева, главный врач клиники здоровья семьи «Аспек Медцентр», кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России. В прошлом Эльвира Ильсуровна боролась за детские жизни как врач-неонатолог-реаниматолог авиационного отряда неотложной помощи. Сегодня она успешный топ-менеджер в сфере коммерческой медицины. Коллектив, который удалось сформировать Эльвире Ильсуровне, осваивает инновационные медицинские технологии, помогая обрести здоровье тысячам ижевских семей. На сцену приглашаются участники номинации «Здравоохранение». Владимир Михайлович Напольских, Ольга Васильевна Шестакова, Эльвира Ильсуровна Галиева. Партнер номинации «Здравоохранение» — многопрофильная клиника «Молодость». Чем же она отличается от других? Уникальность клиники — это ее специалисты. В руках искусственного врача шприц или манипуляция аппарата превращаются в кисть художника. Несколько движений и следы, что на лице оставило время, исчезают. Клиника «Молодость». Для вручения премии «Человек города-2016» в номинации «Здравоохранение» на сцену приглашается министр здравоохранения Удмуртской республики Алексей Дмитриевич Чуршин. Дорогие друзья, сегодня замечательный вечер. Мы чествуем людей, кто создает этот город, кто является его визитной карточкой. Это люди с большой буквы. Ну а говорить о работниках здравоохранения без придыхания, я думаю, что ни у кого не получается. Каждый хоть раз был на приеме у врача, и кто-то, может быть, поначалу испытывал боль в том числе, но это из благих побуждений. Сегодня все три номинанта, а их было значительно больше. Просто жюри, оргкомитет проголосовал наибольшее количество голосов за эту тройку. Они все достойны. Каждый очень много сделал для сохранения здоровья жителей города Ижевска. Вот. Владимир Михайлович был моим учителем. Я у него учился в медицинском институте. Это уникальный человек, который 77 лет своей жизни продолжает возглавлять кафедру онкологии, очень серьезное направление, продолжает оперировать пациентов. И это очень тяжелый недуг. Не зря глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев своим указом 2017 год сделал годом борьбы со злокачественными новообразованиями. Эльвира Ильсуровна, новое направление, Аспект Медцентр, это серьезное. У нас сегодня партнерские отношения, в том числе и с частными медицинскими организациями, тоже очень много делается, динамично развивается. Что касается нашего специалиста, нашего из первой республиканской клинической больницы, а мы буквально очень много этим занимаемся. Я сегодня выступал в Государственном совете на правительственном часе и говорил, что же мы в этом плане делаем. И вот хотел сказать, что у нас в четверг было видеоселекторное совещание с Ольгой Юрьевной Голодец, заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Она поставила Удмуртскую республику в пример по проведению экстракорпорального оплодотворения. И вот тот человек, благодаря которому мы заслужили теплые слова из уст заместителя председателя правительства Российской Федерации. Я могу очень много говорить, давайте, наверное, сегодня много желающих будет сказать теплые слова. Перейдем к объявлению номинантов. Напольских Владимир Михайлович. Как я уже сказал, человек чрезвычайно заслуженный, уважаемый. И вот сегодня я в Государственном Совете говорил, оппонируя, что вот за первые 2 месяца 2017 года мы добились снижения смертности от злокачественных новообразований в Удмуртской республике. Пусть немного, на 4,5%, но это же десятки человеческих жизней. Поэтому огромное спасибо и низкий поклон. Спасибо большое всем. Я бы хотел сказать вот о чем. Я родился в далеком, даже для меня уже далеком, 40-м году. Родился в Белоруссии, под Минском. Все годы в оккупации с мамой, с сестрой. Но остались живы, хотя немцы были в нашей деревне. Деревня была сожжена, остался только наш дом один. Ну а потом судьба занесла нас сюда, в Россию и в Ижевск, где я нашел свою судьбу, жену, с которой мы уже живем 54 года, Надежду Владимировну. С ней мы воспитали 2 сыновей, которые работают здесь же, живут в Удмуртии, которыми я горжусь. И вот я закончил Ижевский государственный медицинский институт, тогда он был еще, в 1964 году. И вот уже 53 года я делаю свое дело, которому, видимо, судьба меня такая. Помогаю людям. И я хочу вам всем сказать, что наша медицина, наши врачи неплохие. Давайте немножко менять отношение к нашим врачам. Быть добрее, милосерднее и к ним. И они ответят вам тем же самым. Я уверен в этом. А наша медицина – хорошая медицина. И мы будем все делать для того, чтобы улучшать ее и помогать вам. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо тем, кто борется за сохранение жизни. Спасибо тем, кто борется за то, чтобы эта жизнь в принципе появилась. А вообще жизнь людей, она очень похожа на жизнь звезд. Одни тускло мерцают, другие ровно горят, а третьи ярко блещут. И этот блеск звезды соответствует яркости личности. Номинация «Культура и туризм». Наталья Горбунова, заслуженный работник культуры Удмуртской республики, педагог детской школы искусств номер 4, создатель и бессменный руководитель детского вокального ансамбля «Инсалей», на счету которого множество побед в российских и международных фестивалях и конкурсах. В 2016 году ансамбль «Инсалей» вошел в число победителей 9-х Всемирных хоровых игр в Сочи, в которых принимали участие хоры и ансамбли более чем из 70 стран. Надежда Уткина, народная артистка
Удмуртии, президент фонда «Культурный капитал Ижевска», певица и общественный деятель. На протяжении многих лет Надежда Уткина занимается популяризацией удмуртской культуры не только в России, но и во всем мире. Ее авторские проекты «Парижевск» и «Иж-Женева» направлены на модернизацию культурно-образовательного пространства города. Олег Аждихин – дизайнер одежды, стилист, педагог, создатель первого в Удмуртии театра моды. Более 25 лет он создает авторские коллекции одежды и пропагандирует ижевскую моду как самобытное культурное явление. По его инициативе в Удмуртии ежегодно проходит неделя моды, красоты и здоровья. В школах моделей, организованных Олегом Аждихиным, обучаются представители разных поколений. Наиболее одаренные выпускники сегодня представляют наш город на лучших подиумах страны и мира. Приглашаю на сцену участников номинации «Культура и туризм». Наталью Викторовну Горбунову, Надежду Эдуардовну Уткину и Олега Александровича Аждихина. Партнер номинации «Удмуртская государственная филармония», организатор 60-го фестиваля искусств на родине Петра Ильича Чайковского. На родине композитора дают концерты лучшие музыканты современности. В юбилейный год музыкальный фестиваль раздвигает рамки и становится фестивалем искусств. 60-й фестиваль, 60 концертов. Приходите на концерты фестиваля и становитесь участниками главного музыкального события этой весны. И для вручения премии «Человек города-2016» номинации «Культура и туризм» на сцену приглашается директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Юрьевич Фомин. Я буду краток. Я думаю, что об этих людях можно много говорить, о музыке много можно тоже продолжать говорить, но лучше всего они расскажут о себе на своих концертах, на своих выставках, и поэтому не буду долго отнимать время у вас, не буду мучить номинантов, поэтому пришло время сказать, кто победитель в номинации «Культура». Горбунова Наталья Викторовна. Добрый вечер. Очень волнительно находиться на этой сцене. Я бы хотела сказать огромное спасибо всем тем людям, благодаря которым я сейчас нахожусь здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за понимание. Вы знаете, у меня самая замечательная профессия. Я учу детей прекрасному. Я учу детей понимать и любить музыку. Ведь благодаря музыке мы все становимся добрее, мы становимся духовно богаче. И я думаю, что я буду продолжать заниматься своим любимым делом, находить, открывать маленькие таланты и прославлять наш замечательный город. Спасибо большое. Эти люди привыкли к громким аплодисментам. Где же они? Благодаря Юрию Алексеевичу Фомину и всем представителям номинации «Культура» мы понимаем, что Ижевск не просто столица Удмуртии, но и культурная столица нашей республики. Самое главное, у нас есть юные таланты, которые активно и успешно представляют наш город на многочисленных фестивалях страны и за рубежом. Встречайте обладательницу гран-при и лауреата многочисленных международных конкурсов, солистку вокальной студии «Дебют» Даринку Фокс. And
the mind describe beyond the curtain in the page and mine. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on, yeah. Inside my heart is breaking, my makeup and breaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I let it all to change. I know that Mary, I'm not a failed romance. On and on. Does anybody want you were living for? I guess I'm lonely. I must be warming now. I'm soon be turning. Run to corner now. How your dawn is breaking. My dancing in the dark. I'm making you free. The show must go on. Yeah, yeah, yeah. The show must go on. Yeah, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup is breaking, but my smile still stays on. My soul is faded like winds over clouds. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Yeah, yeah, yeah. The show must go on. Yeah, yeah. I bet you wanna agree. Даринка Фокс. А шоу действительно продолжается. Согласись, Максим, очень жизнеутверждающая песня. И все, что здесь происходит, наполняет нас желанием тоже сделать что-то особенное и полезное. Например, продолжить церемонию прямо сейчас безотлагательно. Все внимание на экран. Номинация «Экономика и бизнес». Ирина Крашенинникова, основатель и директор уникальной сети стоматологических клиник «Лада Эстет», в которых применяются новейшие методики и высокие технологии. Гордость Ирины Крашенинниковой – детская стоматология, где проблемы маленьких пациентов решают без боли и слез. Лучший маркетинг, по мнению Ирины, это профессионализм и искренняя забота о людях. Михаил Попов, основатель компании ИТС Авто. Более 20 лет сотрудничает с лидерами мирового автопрома. Благодаря безошибочно выбранной бизнес-стратегии продукция известных брендов пользуется стабильным спросом у жителей Ижевска и Удмуртии. Развивая предприятие, Михаил создает новые рабочие места. По его инициативе компания принимает активное участие в жизни города. Превосходить ожидания потребителя. Таков девиз сотрудников ИТС Авто. Дмитрий Кононов. В
Всего 2 года назад Дмитрий Кононов открыл в Ижевске первое кафе под названием «Горячий пельмень». А сегодня этот кулинарный бренд знают и любят сотни ижевчан. Коллекционируя рецепты пельменей со всего света, Дмитрий постоянно расширяет меню пельменных. Предприниматель активно популяризирует удмуртскую кухню и строит амбициозные планы по продвижению бренда в другие города Удмуртии и России. Константин Сунцов – владелец группы компании Beauty Team, в которую входят сеть парикмахерских «Прядки в порядке», «Бигуди», «Загар-клуб Шоколад» и салоны красоты «Модные люди». За 10 лет упорной работы Константину удалось основать крупнейшее в Ижевске предприятие, благодаря деятельности которого достижения мировой индустрии красоты оказались доступными для тысяч горожан. Сегодня бренды, созданные предпринимателем в Ижевске, успешно развиваются и в других городах страны. На сцену приглашаются участники номинации «Экономика и бизнес». Крашенинникова Ирина Михайловна, Кононов Дмитрий Алексеевич, Попов Михаил Леонидович, Сунцов Константин Андреевич. Партнер премии «Бутик Карло Пазолини», один из мировых лидеров по производству и продаже обуви и аксессуаров сегмента Accessible Luxury. Бренд был создан четверть века назад, в 1991 году. Более 150 фирменных магазинов Карло Пазолини расположены в 7 странах мира. Международный бренд с итальянским акцентом Карло Пазолини воплощает дух волнующей элегантности и соблазна в изысканной обуви и блистательных аксессуарах. Обувь и аксессуары Карло Пазолини отличаются высоким качеством и оригинальным дизайном, совмещающим классику и мировые модные тренды, утонченность и европейский шик. А для вручения премии «Человек города» в номинации «Экономика и бизнес» на сцену приглашается уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртской республики Александр Алексеевич Прасолов. Добрый вечер, уважаемые ижевчане. Для меня это волнительный момент, не менее, чем для наших, наверное, номинантов. Хотел бы следующее сказать, что у нас вот сегодня министр здравоохранения говорил, что в Госсовете выступал. Я сегодня тоже выступал в Госсовете Удмуртской республики перед депутатами и рассказывал о том, как непросто живется предпринимателям, какая у них непростая жизнь, сколько трудностей они преодолевают, и не у всех есть оптимизм в работе, продолжение своей предпринимательской деятельности. Так вот, сегодня у нас на сцене те предприниматели, у которых оптимизм никуда не пропадает, они успешно работают, и, конечно же, каждый из них достоин получить главный приз, главную премию. Ну, к сожалению, каждому не получается дать главный. Сейчас мы узнаем, кто получит все-таки главный приз, а кто другие призы. Попов Михаил Леонидович. Это так волнительно, сердце того, гляди, выпрыгнет. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, всем тем, кто голосовал за меня. Спасибо, очень неожиданно. Я хочу сказать, что мы вместе с вами строим этот город, создаем его. Создаем его имидж, репутацию. Я всегда с гордостью говорю, что я из Ижевска и с гордостью представляю этот город. Спасибо вам. А я готов сказать спасибо абсолютно всем, кто сейчас находится на этой сцене. И заслуживает ваших аплодисментов.
Ижевск продолжает называть имена своих героев. Своих героев сегодняшних дней. Все дело в том, что участники следующей номинации – люди, благодаря которым прославился не только город, да что там, не только республика, вся страна. Номинация «Физкультура и спорт». Антон Кочуров. Более 10 лет Антон является капитаном хоккейной команды «Ижсталь». Играет в амплуа нападающий. Трехкратный серебряный призер чемпионата ВХЛ. В 636 матчах, проведенных в составе Ижевского клуба, он заработал 279 результативных баллов. Антон не только отличный игрок, но и харизматичный лидер, способный сплотить и повести за собой команду. Отец 3 детей, обладатель 2 дипломов о высшем образовании. Антон пропагандирует здоровый образ жизни и мечтает о том, чтобы хоккей в Ижевске получил массовое развитие. Юрий Демьянович Харин. Всю жизнь Юрий Демьянович посвятил велоспорту. После окончания спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью. За счет собственных средств арендовал помещение и открыл первую и единственную в республике секцию BMX спорта. Благодаря его усилиям в городе появилась уникальная тренировочная база для поклонников экстремальных видов спорта. Показательные выступления воспитанников BMX-школы Юрия Харина мотивировали множество юных ижевчан к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Татьяна Елшанская. Директор спортивной школы по конному спорту. Кандидат в мастера спорта по конному спорту. Победитель и призер международных соревнований. Президент Федерации конного спорта и туризма Удмуртской республики. Активно занимается возрождением детского конного спорта в Ижевске. С 1999 года является профессиональным тренером. Организует и проводит спортивные мастер-классы, детские и юношеские соревнования по конкуру. Своим воспитанникам Татьяна Валерьевна прививает гуманизм, волю к победе и ответственность в отношении к делу. На сцену приглашаются участники номинации «Физическая культура и спорт». Антон Анатольевич Кочуров, Юрий Демьянович Харин, Татьяна Валерьевна Елшанская. Партнер номинации Audi Центр. Компания Транстех Сервис, официальный дилер 25 автомобильных брендов, в числе которых и представлены здесь автомобили марок Land Rover, Jaguar, Audi и Porsche. ТТС – это автодилер с 23-летним опытом, чья торговая сеть насчитывает 71 автоцентров и 10 автосалонов автомобилей с пробегом, расположенных в 9 городах России. И для оглашения имени победителя в номинации «Физическая культура и спорт» приглашается Каратаяцкий Николай Федорович, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртской республике. Добрый вечер, жители города Ижевска. Наверное, с данной номинацией связывает она каждого сидящего в этом зале. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени когда-то занимался или продолжает заниматься спортом. Ну а что такое физическая культура и спорт для МВД? Это не только спортивные достижения, это прежде всего профилактика правонарушений. И чем больше детей, подростков будет заниматься спортом, тем спокойнее будет на улицах нашего любимого города Ижевска. Ну и говорить о спортивных достижениях наших номинантов излишне. Давайте перейдем к объявлению победителя. Победителем в номинации «Физкультура и спорт» Харин Юрий Дементьевич. Спасибо Ижевску, спасибо ижевчанам. И я думаю, что из тех, с кем я общаюсь, это поколение от 8 до 42 лет на сегодня, будут достойными жителями. Еще раз всем спасибо.
задержитесь, пожалуйста, на сцене, потому что на этом сюрпризы сегодняшнего дня не заканчиваются. Неспроста в этом зале находятся поклонники спортивного таланта всех вас, и в том числе настоящие фанаты капитана команды «Ижсталь» Антона Владимировича. Друзья, обернитесь, пожалуйста, специально для вас, Антон Владимирович, ваши фанаты. Все те моменты, которые вы бываете на льду, а они переживают. Вот попробуйте пережить это еще раз. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас, сильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как встали в сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. На самом деле... Остаемся еще. И в мгновение ока театр оперы и балета превращается в Ледовый дворец. Конечно, хочется прям в микрофон зарядить что-то наподобие Ижевская. Но вы зарядите, Максим, совершенно другое. И я хочу пригласить сюда исполнительного директора хоккейного клуба «Ижсталь» Сергея Валерьевича Моисеева. Добрый вечер, уважаемые жители города Ижевска, уважаемые болельщики хоккейного клуба «Ижсталь». Мы всех, честно говоря, рады приветствовать здесь, на этой сцене. Очень большая благодарность организаторам данного мероприятия. Действительно приятно видеть на сцене всех легендарных, заслуженных людей, кто внес свою лепту вот именно в развитие спорта в городе Ижевске. Мы, конечно, болеем за нашего кандидата, за Антона Кочерова. Мы его очень любим, мы любим нашу команду. Спасибо, что вы поддерживаете вместе с нами. Поздравляю всех с праздником. До всех побед. Будем надеяться, что команда «Ижсталь» в следующем году покажет себя в самом лучшем свете. Спасибо вам, спасибо. Сергей Валерьевич, по всем правилам командная фотография. Великолепная пятерка и вратарь. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can. Спасибо. Спасибо, господа. По-настоящему спортивная у нас получилась номинация. И многие могут подумать, что после этого ведущий здесь начнет отжиматься. Не Однако собираюсь этого делать, как раз наоборот. Имена, которые я сейчас назову, буквально являются синонимом понятия благотворительность. Благотворительность подобна дождю. Капля за каплей просачивается в сердца и оживляет их. Если посчитать, сколько сердец она оживила, то можно признать ее лучшим лекарством для души. Номинация «Благотворительность».
Лариса Черкова. Сурдопедагог Лариса Черкова стала основателем и руководителем Центра «Слушарика», единственной в Удмуртии некоммерческой организации, занимающейся реабилитацией детей с ограниченными возможностями по слуху. Привлекая к работе опытных специалистов и волонтеров, она помогает глухим и слабослышащим малышам впервые услышать мир. По инициативе Ларисы Черковой в школах и детских садах города проходят просветительские занятия, цель которых – познакомить учеников с доступными мерами сохранения слуха. Ксения Кравко возглавляет объединение семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Благодаря деятельности объединения «Солнечный мир» родители получают психологическую и юридическую поддержку. Вместе они реализуют акции по социализации особых детей. В школах города активисты движения проводят уроки доброты, призывая к человечности и гуманизму. В 2016 году силами Ксении Кравко и ее единомышленников был издан календарь «Ломаем стереотипы о людях с синдромом Дауна». Героями проекта стали солнечные дети и известные люди нашего города. Тамара Шкилева. Не являясь коренной ижевчанкой, Тамара Николаевна искренне полюбила Ижевск. С 2009 года она занимает пост заместителя благотворительного фонда «Благодар». За это время фонду удалось организовать помощь детским домам и реабилитационным центрам, оказать индивидуальную поддержку тяжело больным детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По инициативе Татьяны Шкилевой в городе реализуются благотворительные программы по социализации и профориентации воспитанников детских домов. На сцену приглашаются участники номинации «Благотворительность». Лариса Петровна Черкова, Ксения Игоревна Кравко, Тамара Николаевна Шкилева. Партнер номинации «Благотворительность» — сеть массажных салонов «Мечта Бьюти». «Мечта Бьюти» — это 5 массажных салонов в Ижевске. У нас работают только специалисты с медицинским образованием. Здоровая спина и хорошая фигура. Теперь это реальность, и все это в наших руках. «Мечта Бьюти». С нами быть красивым легко. Для вручения премии «Человек города-2016» в номинации «Благотворительность» на сцену приглашается Олег Витальевич Вылегжанин, член Общественной палаты города Ижевска, председатель фонда развития города Арго, основатель, владелец IT-компании «Центр высоких технологий». Вы знаете, сегодня действительно очень важный день. И я хотел бы воспользоваться вот этой возможностью, стоя здесь на сцене, посетовать на свою участь. Я член экспертного совета. И вы не представляете, как трудно экспертному совету выбирать из всех достойных людей. Мы даже успокаиваем себя, когда собираемся вместе, мы начинаем наше обсуждение с фразой «Все кандидаты очень достойные люди, но мы должны кого-то выбрать». Да, конечно, мы обсуждаем, как-то сравниваем, взвешиваем, но мы все, каждый из нас, прекрасно понимаем, насколько достойные люди среди кандидатов премии «Человек города». И что сравнивать их нельзя. Можно только кому-то чуть-чуть больше внимания. И я, наверное, пойму тех, кто после премии или уже до премии успел пообсуждать вопрос, а почему именно этот победил или почему не победил вот этот. В чем-то их понимаю. Но в то же время я признателен этим людям, потому что эти люди обсуждают тех наших горожан, чья история жизни, чья история деятельности должна стать примером для тех, кто живет в нашем городе. И самое главное – цель премии, я уверен в этом, рассказать историю этих людей именно для того, чтобы, услышав их, другие горожане, другие наши коллеги выбирали для себя путь, выбирали для себя пример, обретали новые смыслы для жизни в нашем городе, в городе Ижевске. И тогда у Ижевска очень хорошее, светлое будущее. А экспертному совету всегда будет очень трудно, практически невозможно делать свой выбор. Но сегодня мы должны назвать всего лишь одно имя, и мы прекрасно понимаем, насколько достойные люди здесь перед нами стоят. Дайте мне конверт. Черкова Лариса.
благодарна городу Ижевску за такую высокую оценку своего труда. Я рада быть вкладом в развитие нашего города, в развитие тех деток, с которыми я работаю. Спасибо большое. Эти аплодисменты, как всегда, всем стоящим на сцене, достойнейшим из достойных. Спасибо большое вам за все, что вы делаете каждый день и по зову собственного сердца. Время неумолимо. Печальный, но неизбежный закон жизни – люди уходят. Но не с нами, пока жива наша память о них. Виталий Анатольевич Журавлев. Именно ему посвящена специальная страница нашей церемонии «Память города». За 2 десятилетия ректорства Виталия Анатольевича Журавлева Удмуртский государственный университет превратился в один из ведущих классических университетов страны. Значительно, с 9 до 22 выросло количество факультетов, многие из которых были реорганизованы в институты. Непререкаем был научный авторитет Виталия Анатольевича Журавлева, одного из самых крупных ученых в истории Удмуртии. Только вдумайтесь, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки Удмуртской республики, действительный член академик Международной академии высшей школы и Российской академии естественных наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ректор года 2004. Он награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР и Орденом Дружбы. Номинация «Память города». Виталий Анатольевич Журавлев. Талантливый ученый-физик, лауреат Государственной премии СССР, ректор Удмуртского госуниверситета. Его главная заслуга перед промышленностью нашего края – внедрение теории кристаллизации и компьютерного моделирования в металлургическое производство. Эта разработка используется не только в России, но и за рубежом. Как ректор он заложил уникальную библиотеку, начал строительство нефтяного корпуса, уделял большое внимание информатизации и компьютеризации, организовал подготовку специалистов по целому ряду новых для Удмуртии направлений – информатика, нефтяное дело, теплоэнергетика, биотехнологии. Как просветитель и меценат он поддерживал уникальные дотационные специальности в Институте искусств и дизайна, развивал книгоиздательство, проводил международные и общероссийские фестивали университетских хоров, создал 3 концепции развития университета, позволившие существенно развить высшее образование в Удмуртской республике. Виталий Анатольевич проявил себя как талантливый градостроитель, создав архитектурный ансамбль университетского городка с памятником Александру Сергеевичу Пушкину, который является украшением и духовным центром нашего города. Особый знак «Память города» вручается дочери Виталия Анатольевича Валентине Витальевне Журавлевой. Для вручения на сцену приглашается директор музея Ижевска Марина Борисовна Рупасова. Есть сегодняшняя история нашего города и есть его память о прошлом. Мне кажется, что у этой номинации, которая очень важна для Ижевска, как для любого города нашей страны, есть эпиграф, слова замечательного российского поэта Арсения Тарковского. «Вы, жившие на свете до меня, моя родня и крепкая броня». У Ижевска замечательная крепкая броня – это все те люди, которые своим талантом, своей творческой созидательной энергией творили этот город, заражали его своим азартом жизненным, своей замечательной энергетикой. И благодаря им мы сегодня живем и любим этот город. Ижевску не занимать объема памяти, здесь столько было славных людей. Поэтому память города жива, пока эти люди с нами. А я сегодня просто горжусь, что в этой номинации Виталий Александрович Журавлев, ректор... Виталий Анатольевич, извините, да, это просто уже волнение.
ректор университета, который закончили столько ижевчан, и моя альма-матер. Так что я... Добрый вечер. Безусловно, конечно, я хотела поблагодарить бы организаторов конкурса «Человек города» за ту возможность для многих тысяч людей окунуться в то время, когда ректором Удмуртского государственного университета был Журавлев Виталий Анатольевич. Ну, мне немножко трудно говорить, потому что все воспоминания, конечно, нахлынули. Я хочу сказать, что мой папа жил в университете. Он к 7 утра уходил на работу и в 10 вечера возвращался домой. Он строил университет, он его растил, любил, лелеял, холил. И я училась у него открытости, честности, любви к ближнему. Возможно, поэтому я и выбрала профессию врача. Вообще, мне кажется, невозможно разъединить эти два громких имени: Удмуртский государственный университет и Журавлев Виталий Анатольевич. Они могут находиться только вместе. Хочу сказать, что очень много известно о успехах моего папы в области физики, но он был прекрасным поэтом. И, может быть, эта часть его жизни не настолько известна, поэтому я хотела бы сегодня прочитать одно его стихотворение. Оно называется «Стержень жизни». Когда за дружеским застольем откроем ром, возьмем стакан, подымет кубок капитан, и между нашими рядами звучит один и тот же глаз. Кто не за нас, тот против нас. Нет равнодушных, правда, с нами. Летят неведомые сани, на облучке сидит судьба. Мы выбираем место сами, а жизнь почти всегда борьба. Доктрины пишем, рвемся в поднебесье. Друзья, не знали мы, что стержень жизни — это равновесие добра и зла, цветения и тьмы. Спасибо за память. Осторожные шаги, тихо пряча подо льдом, мягкой поступью зима убаюкала мой дом, раскидала жемчуга по бескрайним небесам, опустив хрустальный шлейф на продрогшие леса. Белой россыпью снега упадут, склоняясь ниц под прозрачным серебром. Легкий взмах ее ресниц заколдует, запоет песни дивной красоты. И усталая к утру заметет свои следы. Все забудется с летними грозами, и закружится жизнь не спеша. Нет той девочки с длинными косами, лишь тихонечко плачет душа. Вдруг неслышно проскользнет, как хозяйка в мой мир, молча взглянет мне в глаза и присядет на порог. Что так больно, я спрошу, где под сердцем стынет лед. Улыбнется мне в ответ: подожди, и все пройдет. Все забудется с летними грозами, и закружится жизнь
чтоб мой сон не настигнут в скорлупе мимолетные видения о тебе. И затихнут мечты в беспокойной тоске, просто искорки погасшие в руке. Все забудется с летними грозами и закружится жизнь не спеша. Нет той девочки с длинными косами, лишь тихонечко плачет душа. Все забудется с летними грозами и закружится жизнь не спеша. Нет той девочки с длинными косами, лишь тихонечко плачет душа. Хореографический ансамбль «Спектр», дипломант и лауреат международных конкурсов Сочи, Санкт-Петербург, Междоздроем. А ведь иногда бывает так, что даже кажущиеся на первый взгляд незначительные вещи вызывают большой резонанс в информационных потоках и, соответственно, вызывают бурные процессы в жизни тех самых участников этих событий. Внимание на экран. Номинация «Информационная среда». Григорий Глухов, главный редактор информационного агентства «Сусанин», Григорий Глухов выстроил систему оперативного информирования жителей города и республики о происходящих событиях. Массовую популярность и авторитет информационные продукты агентства завоевали благодаря достоверности фактов и широте представленных мнений. По инициативе главного редактора, помимо новостной ленты, на портале «Сусанин» реализуется ряд остросоциальных проектов, в числе которых цикл программ «Недоступная среда», призванный обратить внимание городских властей на проблемы, существующие в городском пространстве. Ольга Чураева, главный редактор канала ТНТ «Новый регион» и самая позитивная телеведущая города. На протяжении 7 лет Ольга Чураева рассказывает зрителям об итогах дня в эфире программы «Живу в Ижевске». Ольга искренне верит в то, что хорошие новости способны излечить общество от пессимизма, агрессии и равнодушия. Обращаясь к ижевчанам с экранов, Ольга надеется воспитать новое поколение телезрителей, инициативных и деятельных, готовых менять город к лучшему и с гордостью говорить: «Я живу в Ижевске». Оксана Ильина, Скубач, редактор ГТРК «Удмуртия», ведущая программы «Вести Удмуртия», автор и ведущая программы «Интервью» на канале «Россия-24». Оксана входит в число самых опытных журналистов удмуртского медиасообщества. Она не боится называть вещи своими именами и представлять в эфире широкий спектр точек зрения на проблемы и явления. Тысячи ижевчан, обратившихся в службу информации телеканала за помощью, стали героями программы «Вести» и получили поддержку в разрешении трудных ситуаций. С особым чувством приглашаю на сцену участников номинации «Информационная среда». Григорий Глухов, Ольга Чураева и Оксана Ильина Скубач. Партнер номинации «Информационная среда» Сбербанк России. Официальный поставщик достоверных данных о ситуации в экономике в информационную среду нашего города Сбербанк выражает уважение к медиасообществу Ижевска за объективное освещение событий городской жизни, открытое обсуждение важных тем и благодарит за содействие в информировании финансовой грамотности населения. Сбербанк знает, как заработать, накопить, сохранить, приумножить и с умом потратить. И всегда готов делиться этой полезной информацией с журналистами и блогерами. Для объявления победителя премии «Человек города-2016» номинации «Информационная среда» на сцену приглашается руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской республики Алексей Николаевич Воронцов. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Наверное, благодаря знакомству с такими замечательными здесь находящимися людьми,
Мое каждое последующее выступление тоже будет начинаться с тех же слов. Мне, должен сказать, как и многим жителям города, также было очень сложно выбрать человека города в номинации «Информационная среда», потому что все финалисты яркие, сильные творческие люди, личности, с которыми ассоциируется наш Ижевск, которые очень много сделали для его развития. Вообще журналистика – особая профессия, и как раз через призму восприятия вот этих людей, редакторов, журналистов, их талант, творчество, видим Ижевск не только мы, жители, но и жители других регионов России, других стран. Мы все горячо любим, знаем наших очаровательных ведущих телекомпаний, представленных на сцене, их неповторимый стиль, образы на экране, артистизм, одаренность делают наш город еще краше и лучше, и наш город воистину становится динамичным, стильным, приветливым. Яркие, свежие, актуальные новости – это дело рук другого номинанта, редактора информационного агентства «Сусанин» Григория Глухова. Наверное, никто, как он, всегда находится в гуще событий, благодаря своему профессионализму передает новости всем нам. И огромное спасибо организаторам за честь сегодня вручить эту почетную премию и поздравить заслуженным званием «Человек города 2016». Ну, такова жизнь, таковы правила, и необходимо из самых достойных выбрать самого достойного. Сейчас мы узнаем. А так, всем удачи, новых творческих поисков, высот. У нас не Оскар, ошибок не бывает. Глухов Григорий Леонидович. Спасибо, очень неожиданно. Говорят, девушек надо пропускать вперед. Я теперь вот получаюсь как-то неправильно. Я хочу сказать спасибо организаторам этой премии. Я хочу сказать спасибо всем, кто за меня голосовал. Я хочу сказать спасибо своей супруге Олесе, которая 10 лет уже терпит меня вместе с моей профессией. Оказалась готова делить меня и журналистику. И хочу сказать особое спасибо коллективу информационного агентства «Сусанин», потому что, без них я никто, здесь бы не стоял. Это люди, которые с 5 утра до 9 вечера делают для вас новости. Спасибо им. И вот на обложке журнала, посвященного этому мероприятию, написано 35 людей, которые изменили Ижевск. Я хочу пожелать всем ижевчанам, руководству города, всем нам, чтобы на следующей обложке их было 3500, через год их было 30, 350 тысяч и так до бесконечности. Спасибо. Спасибо большое. И, конечно же, поздравляем. Тем более, сколько имен уже прозвучало, достойнейших, а может быть даже иногда и неожиданных, когда речь идет о победителях. И впереди, я уверен, вас еще ожидает несколько открытий. Номинация «Защита и безопасность». Альберт Галлямов, старшина полиции, служит в мобильном взводе 3-й роты отдельного батальона ППС полиции Управления МВД по России по городу Ижевску. В августе 2016 года при задержании преступника Альберт Галлямов получил ножевые ранения. Но даже в такой экстремальной ситуации проявил себя профессиональным и грамотным полицейским. Только по итогам 2016 года Альберт Галлямов задержал 9 человек по подозрению в совершении преступлений, около 200 граждан за совершение различных административных правонарушений. Принял участие в раскрытии преступления по горячим следам. Ильяс Фахриев,
Уроженец Татарстана Ильяс Фахриев несколько лет назад приехал в Ижевск, чтобы стать курсантом школы полиции, и настолько полюбил наш город, что решил связать с ним свою дальнейшую жизнь. В октябре 2016-го старший участковый уполномоченный полиции отдела по обслуживанию территории Ленинского района капитан Фахриев оказал неоценимую помощь в обнаружении пожара. В 2016 году Ильясом Фахриевым было выявлено и раскрыто 14 преступлений, привлечено к административной ответственности 42 человека, рассмотрено 989 сообщений и заявлений граждан. Александр Макаров, подполковник внутренней службы, начальник специализированной пожарно-спасательной части ФГКУ, первый отряд Федеральной противопожарной службы по Удмуртской республике. Александр Макаров руководит уникальным формированием, в задачи которого входит не только тушение крупных пожаров, но и проведение аварийно-спасательных работ при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Нередко сотрудники отряда выезжают для борьбы с экстремальными ситуациями в другие районы Удмуртии и регионы России. На сцену приглашаются участники номинации «Защита и безопасность». Альберт Азатович Галямов, Ильяс Фанисович Фахриев, Александр Васильевич Макаров. Партнер этой номинации «Радио Город ФМ». Радио Город ФМ – это 5 городов вещания. Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Можга и город Чайковский. А на сцену для вручения мы приглашаем главного редактора радиостанции «Город ФМ» Ксению Меркер. Видимо, Ксения Меркер до сих пор пишет новости на завтрашнее утро. Обязательно включайте «Город ФМ». Но я думаю, что ее с удовольствием заметит на этой сцене директор 4-й ежегодной премии «Человек города-2016» Алена Александровна Арбалетова. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, люди нашего города. Сначала аплодисменты всем, кто здесь собрался. Люди, которые стоят здесь на сцене, их работа, она связана с риском и опасностью каждый день. Люди в погонах, полицейские, пожарные, спасатели – это особые люди. Люди долга и чести. Наша с вами безопасность, безопасность любимого города в их руках. И я бы хотела, чтобы мы сейчас при помощи аплодисментов выразили им наше восхищение и благодарность. Ну а теперь самое время узнать имя победителя в номинации «Защита и безопасность». Галямов Альберт Азатович. Добрый вечер. Хочу поблагодарить МВД по Удмуртской республике, руководителей, также руководителей батальона патрульно-постовой службы, организаторов данной. Так, еще. Спасибо большое. Вот они, наши скромные герои, чей труд иногда не видим, да? Но тем не менее, они все здесь. Еще раз, пожалуйста, поприветствуем их аплодисментами. Спасибо. Спасибо большое. Вот они, немногословные мужчины, которые делом доказывают то, что они сильная половина человечества. Спасибо вам большое. Труд – главная мера всех достоинств. И самая высокая оценка труда, когда говорят «сделано на совесть». Любое дело требует усердия и мастерства, но только с мастерством приходит почет. Почет значит признание и уважение, выражение чувства благодарности и гордости за своих земляков. Номинация «Промышленность и производство». Фанил Газисович Зиеддинов,
О таких, как Фанил Зиеддинов, говорят: человек, который создал сам себя. Посвятив 55 лет жизни предприятию ИМЗ «Купол», он прошел большой трудовой путь от регулировщика до генерального директора. На любом участке, на любой должности он следовал главному принципу – трудиться с полной отдачей. Год за годом предприятие Ижевский электромеханический завод «Купол» динамично развивается по всем направлениям и продолжает наращивать промышленный потенциал Удмуртской республики. Фанил Газисович по праву заслужил уважение коллектива и признание коллег по оборонной отрасли. Лямин Андрей Вячеславович, основатель и руководитель ООО «Промышленная коммерческая фирма «Факт». Прошел по сложному пути создания собственного производства и добился своего. За 10 лет существования компания стала одним из ведущих российских производителей и поставщиков в сфере железнодорожного транспорта. На сегодняшний день в 20 странах мира стоит оборудование, сделанное в Удмуртии, на производственных площадках ООО «Промышленной коммерческой фирмы «Факт». В планах поставка клиентам, как отечественным, так и зарубежным, совершенно новой продукции, которая сейчас активно внедряется в производство. Дерюшев Юрий Сергеевич, столевар горячего цеха, превращающий расплавленный металл в определенную марку. Аналогов некоторых из них нет в России. Считает свой участок работы одним из самых важных. Готов обмениваться опытом и узнавать что-то новое, чтобы усовершенствовать качество продукции. Часто выступает наставником для молодежи, подавая достойный пример служения своему делу. Работает на заводе 15 лет. Неоднократно был на заводской доске почета. Награждался почетными грамотами Министерства промышленности и Государственного совета Удмуртской республики. На сцену приглашаются участники номинации «Промышленность и производство». Лямин Андрей Вячеславович, Дерюшев Юрий Сергеевич. Зиеддинов Фанил Газизович не смог сегодня приехать на нашу церемонию, поэтому для получения награды мы приглашаем директора по персоналу и социальным вопросам акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» Вячеслава Ивановича Косякова. Когда, как не сейчас, при вручении приза в номинации «Промышленность и производство» особенно хочется поблагодарить за поддержку надежного партнера премии компанию «Ишторгметалл». Если можно, ваши аплодисменты. Компания «Ишторгметалл» является одним из лидеров на рынке Удмуртии в области поставок металлопроката, труб, профнастила, металлочерепицы и строительных материалов. Низкие цены, большой ассортимент и доступность торговых центров для потребителей – 3 ключевых принципа, которым компания следует на протяжении многих лет. 22 год, движение вперед. «Ишторгметалл». Для вручения премии «Человек города-2016» в номинации «Промышленность и производство» на сцену приглашается председатель городской думы города Ижевска Олег Владимирович Гарин. Я живу в Ижевске. Я думаю, как минимум теперь телеканал ТНТ «Новый регион» будет неделю меня показывать, да, Елена Боброва? Ну, а если серьезно, дорогие друзья, действительно стало здорово, такая замечательная традиция в нашем любимом городе подводить итоги премии признания «Человек города». Это, безусловно, здорово, замечательно, что уровень данной премии с каждым годом растет. Это тоже здорово, потому что лицо любого города определяет его жители. У нашего города замечательное лицо. Это мы сами сегодня еще раз увидели по нашим номинантам. Сегодня уже 2 раза ссылались на Государственный совет Удмуртской республики. Я тоже на него сошлюсь, потому что приехал на мероприятие именно оттуда. И не могу не выполнить поручения старших товарищей от имени председателя Государственного совета Владимира Петровича Невоструева и от первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Андрея Константиновича Исаева. Хочу также поприветствовать вас всех и сказать вам всем большое спасибо за неравнодушие и за активную жизненную позицию. Дорогие друзья, я от имени депутатов городской думы города Ижевска, от себя лично поздравляю вас всех с этим знаменательным событием для нашего любимого города. Желаю всем всего самого наилучшего, счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи. А нашим номинантам хочу сказать, вы молодцы, так держать, мы вами гордимся. Ну и победителем номинации «Промышленность и производство» стал Зиеддинов Фанил Газисович.
Добрый вечер, уважаемые горожане. Ну, так получилось, что у генерального директора, вернее, у генеральных директоров не бывает выходных, и неизвестно, когда он вернется домой. Поэтому мне посчастливилось сегодня перед такой публикой выступить. И что поразило, второй год мы участвуем в этом конкурсе или в присуждении премии, и заметно видно, насколько больше появилось номинантов. Это говорит о том, что в городе все больше появляется неравнодушных людей. Поэтому огромное спасибо организаторам, которые сумели привлечь и чуточку добрее сделать наших горожан. Немножко расскажу про завод. Конечно, мы стараемся поучаствовать в том, чтобы было лучше нашему городу. Те, кто живет на улице Молодежной, могли в 2016 году отметить, как она преобразилась. За 2016 год на купол принято 562 человека. Это новые места, это стабильная работа и стабильная заработная плата. В 2017 году мы хотим порадовать наших ижевчан новым бульваром Воскресенского, который станет местом отдыха работников металлурга. Следующее, уже начинаем заботиться о будущем. За минувших 2 года я вот просто веду статистику. Если у нас было мамочек, которые имеют 3 и более детей, 86 человек, то в 2016 году их стало 135. И еще один момент. В 2015 году родилось 194 человека, в 2016 249 детишек. Это будущее Ижевска. Спасибо огромное. Мне кажется, как-то рановато, аплодисменты стихли. Номинанты-то все еще на сцене. Спасибо. Они верят в будущее. Они верят в промышленность, IT, культурный бизнес-потенциал. Они верят в людей. Они продвигают родной город на международных выставках и на конкурсах. Они не перестают не только генерировать, но и воплощать свои идеи горожан в жизнь. Они претенденты на звание «Человек города-2016» в номинации «Молодые лидеры». Номинация «Молодые лидеры». Мария Сазыкина, активист штаба городских проектов «Лифт» Мария Сазыкина, увлечена общественной работой со школьной скамьи. Во время учебы в ВУЗе она неоднократно была удостоена звания «Студент года». Сегодня Маша занимается вопросами молодежной политики и консультирует горожан по вопросам реализации социальных и культурных инициатив. В 2016 году она курировала организацию 10 крупных мероприятий, в том числе форум молодежных парламентов Удмуртии «Инициатива», всероссийская акция «Большой этнографический диктант», премия за достижения в области социального проектирования «Лифт». Екатерина Алыпова. Еще в детстве имя Кати Алыповой трижды было внесено в книгу «Ими гордится Россия». Сегодня, помимо учебы в ВУЗе, одаренная ижевчанка руководит шоу-балетом, поет в ансамбле, работает в детско-подростковом клубе «Полет». В 2016 году Катя стала автором научно-исследовательской книги «Пепел Чернобыля» и организовала одноименный волонтерский отряд, участники которого ведут просветительскую работу, рассказывая школьникам о Чернобыльской катастрофе. Для популяризации волонтерского движения впервые в Ижевске Екатерина провела конкурс среди девушек «Мисс Добровольчества». Дмитрий Плешаков. С 2010 года по 2016 год Дмитрий возглавлял региональный штаб студенческих отрядов Удмуртской республики. Сегодня он является председателем правления Удмуртского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды». Благодаря его активной деятельности студенты занимаются общественно полезной работой, организуют культурно-массовые мероприятия, в том числе такие масштабные, как празднование 50-летия движения студенческих отрядов в Удмуртии. Дмитрий – любящий муж и заботливый отец. Свободное время посвящает спорту, играет в ночной хоккейной лиге. На сцену мы приглашаем наших молодых лидеров. Мария Сазыкина, Екатерина Алыпова, Дмитрий Плешаков. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о партнере номинации. Это школа дзюдо Алима Гаданова, открытая на базе Международного Восточноевропейского университета.
Между прочим, Международный Восточноевропейский университет – это высшее среднее профессиональное и дополнительное образование для вас и ваших детей. Все, что вы любите, может стать вашей карьерой. А для вручения премии «Человек города-2016» в номинации «Молодые лидеры» на сцену приглашается начальник управления по работе со студентами Ижевского государственного университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова Александр Георгиевич Балицкий. Добрый вечер, дорогие горожане. Вы знаете, в 4-й раз в наш город приходит праздник. Праздник, которым можно, нужно гордиться, как и всеми теми номинантами, которые 4 года проходят перед нами в различных залах, но оставляя одно и очень важное в сердце каждого из нас, горожан. Чувство гордости за свой город. Я не знаю более лучших способов формировать патриотичность, чувство радости, что ты принадлежишь к здоровому, нормальному сообществу. Я, в отличие от Алексея Чуршина, не был в парламенте сегодня, не выступал. Я, в отличие от Александра Параслава, тоже там не был. Я был в экспертном совете и почему-то трудностей, как Олег Валикжанин, тоже не испытывал. Я испытывал радость и легкость, потому что с каждым годом ощущаешь и видишь. Особенно, когда касается молодых. Мне выпала огромнейшая честь, ребята. Поверьте, представлять тех, о котором говорят, это наше будущее. Фу, глупости какие-то, ну что вы. Какое это будущее, это наше настоящее. Я благодарен организаторам этой замечательной премии. Они действительно нашли ключик, которым открывается ощущение радости, что ты живешь в замечательном городе. Если бы все в городе было так. И особенная радость меня переполняет, потому что я вручаю сегодня приговор из этого конверта. Коснется одного, но касается всех. Всех 3. Я их всех прекрасно знаю. Они росли на глазах, мы их пестовали, лелеяли. Мы им гордимся. Я не знаю, кто здесь, ну-ка. Ну, больше всех мы гордимся Димой Плешаковым. Ну. Машенька, Катя. Понимаете, за ними огромные тысячи наших молодых ребят. Я знаю, город будет. Я знаю Ижевскую связь, когда такие люди в Ижевске нашем есть. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, что хочется сказать в первую очередь, это, конечно же, огромное спасибо организаторам данного мероприятия. Огромное спасибо нашей молодежи города Ижевска, ну, конечно, в первую очередь бойцам движения студенческих отрядов, российских студенческих отрядов. Нас более 1700 человек. Я хотел бы поблагодарить их за поддержку. И уже Александр Георгиевич сказал, что вот мы втроем в одной номинации. Я хочу сказать, что и Катя, и Маша являются членами организации «Российские студенческие отряды». И здорово, что мы втроем представлены в этой номинации. Я хотел бы поблагодарить свою семью за поддержку, ну и, конечно же, все студенческие отряды. Будем работать на благо города и развивать нашу молодежь. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Спасибо.
Ну что, наше настоящее здесь, на этой сцене. И рядом с такими детьми мы понимаем, что наш город ждет прекрасное будущее. Будущее, которым мы гордимся уже сегодня. Я знаю, что в Ижевске через десяток лет в одном прекрасном месте появится поэт. Потом напишет песни он о городе моем, о том, как в город он влюблен, а мы ее споем. Мы просто встанем дружно в ряд, а может и не в ряд. А сколько нас всего девчат, и сколько нас ребят. А впрочем, это все равно, ведь главное, что мы всегда о городе своем заботиться должны. Радио «Город ФМ» и журнал «Город» объявляют о подготовке нового проекта «Человек города. Дети». А мы тем временем продолжаем. Благодаря премии «Человек города» ижевчане узнают о достижениях своих земляков и выбирают победителя еще в одной номинации «Выбор города». СМС-голосование длилось почти месяц. Горожане отправили несколько тысяч своих сообщений. И скоро мы назовем имя человека, который набрал наибольшее число голосов. Партнер этой номинации «Выбор города» «Мирабель». Благотворительный фонд «Мирабель. Мир детям» и рекламное агентство «Мирабель». Оказывает финансовую и материальную поддержку Республиканской детской школе искусств. Оказывает финансовую помощь хоровой капелле мальчиков и юношей «Ингур» и фольклорному ансамблю «Шудон». Учредили ежегодную стипендию учащимся Республиканской детской школы искусств. Оказывает информационную поддержку хоккейному клубу «Ижсталь», футбольному клубу «Зенит», баскетбольному клубу «Купол Родники». Мирабель освещает и оказывает информационную поддержку спортивных, культурных и массовых мероприятий Ижевска и Удмуртской республики. Министерство культуры России включило фонд в список 30 крупнейших меценатов 2016 года, внесших вклад в область культуры.
жители Удмуртии, сегодня можем смело сказать, что у нас нет химической опасности, потому что завод в Камбарке уничтожил, в Кизлере уничтожит к концу, наверное, этого года. А это все построили ижевчане, практически. Большое спасибо вам. Ну и хотел, пользуясь случаем, сказать спасибо своей семье. У меня великолепная жена, 3 детей, 3 внуков, хорошие снохи. Большое вам спасибо. И еще раз эти аплодисменты хочется назвать аплодисментами благодарности вам, Александр Павлович. А человек города – это человек, который не просто живет в городе, он живет для города. Именно поэтому такой человек достоин того, чтобы о нем узнал весь город. Именно поэтому у нашей церемонии совершенно точно есть все шансы оставить тот самый след в истории нашего города. Еще раз хотелось бы попросить аплодисменты организаторам премии, радиостанции «Город ФМ», журналу «Город», администрации города Ижевска и Фонду развития города «Арго». Организаторы премии общественного признания «Человек города-2016» благодарят за поддержку наших партнеров. Мы приглашаем на сцену представителей компаний. Иштокметалл. Компания Иштокметалл является одним из лидеров на рынке Удмуртии в области поставок металлопроката, труб, профнастила, металлочерепицы и строительных материалов. Представитель компании, пожалуйста, мы ждем вас на сцене. Точно так же хотелось бы пригласить представителя автомобильного партнера Audi Центр Ижевск. Компания Транстехсервис – официальный дилер 25 автомобильных брендов, в числе которых и представлены здесь автомобили марок Land Rover, Jaguar, Audi и Porsche. Мы приглашаем на эту сцену представителя партнера премии клиники здоровой семьи «Аспект Медцентр». «Аспект Медцентр» – это многопрофильная клиника с высокотехнологичным и уникальным оборудованием и командой квалифицированных врачей с многолетним опытом. Компания «Иштокметалл» с нами. Награждайте, девушки. Представителя школы дзюдо Али Магаданова, открытая на базе Международного Восточноевропейского университета. Восточноевропейский университет – высшее среднее профессиональное дополнительное образование для вас и ваших детей. Где же вы все? Где же вы те люди, без которых сегодняшняя церемония? Школа дзюдо Али Магаданова. Хотелось бы пригласить на сцену представителя Центра стоматологии и имплантации «Лада Эстет». «Лада Эстет» – это современная клиника с полным спектром услуг и с использованием новейших технологий. Им, как и нам, есть чем гордиться. Мы приглашаем на сцену представителя удмуртского отделения ПАО «Сбербанк». Сбербанк знает, как заработать, накопить, сохранить, приумножить и с умом потратить. И всегда готов делиться этой полезной информацией с журналистами и блогерами. Также хотелось бы пригласить на сцену представителя мастерской кондитерской «Буланжери». Странно, что аплодисменты закончились. А потому что кэнди-бар успели оценить в начале церемонии. Мастерская кондитерская «Буланжери». Добро пожаловать в мир сладких наслаждений. Мы благодарим Удмуртскую государственную филармонию. 60-й фестиваль, 60 концертов. Многофункциональную клинику «Молодость». Многопрофильная клиника «Молодость». Будущее начинается сегодня. Мы благодарим бутик Карло Пазолини, один из мировых лидеров по производству и продаже обуви и аксессуаров сегмента лакшери. Сеть профессиональных массажных салонов «Мечта Бьюти». «Мечта Бьюти». С нами быть красивыми легко. Мы благодарим благотворительный фонд «Мирабель». «Мирабель», Министерство культуры России включило фонд в список 30 крупнейших меценатов 2016 года, внесших вклад в область культуры. Также спасибо салону интерьерной флористики «Террафиори». Ижевск. 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 Господа, вам аплодисменты нашего зала. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И мы... Так, фото на память. Спасибо большое ребятам. И отдельные аплодисменты, отдельная благодарность Государственному театру оперы и балета Удмуртской республики имени Петра Ильича Чайковского.
И почему-то никто не сказал спасибо тебе, наш благодарный сегодняшний зритель. Спасибо за ваше терпение, спасибо за ваши аплодисменты, спасибо за ваши эмоции и за вашу реакцию. Как только мы будем продолжать оставаться неравнодушными ко всему происходящему, Ижевск будет продолжать оставаться радующим нас городом. И каждый из нас точно скажет: я живу в Ижевске. И именно так Ижевск аплодирует нашим артистам. Встречайте! Театр оперы и балета здесь, на родной сцене. Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветерная. Séjour de fête, le cirque plein d'y pas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent un grand record. Toréador, el gane, toréador, toréador.
ждет тебя любовь. Я думаю, что это не финальные аплодисменты сегодняшнего вечера, потому что на сцену мы приглашаем всех, кто получил сегодня свою минуту славы. Мы считаем, что эта минута должна продолжаться. Она должна продолжаться хотя бы до следующей церемонии «Человек города». Именно поэтому напоследок хочется попросить еще раз аплодисментов столько, сколько у вас осталось. Для всех Все номинантов. участники номинации, пожалуйста. За 4 года жизни нашей премии сложилось много хороших традиций, в том числе и традиция одной общей и очень счастливой фотографии. Пожалуйста, на сцену. Выходите, пожалуйста, к нам сюда. Номинанты и победители. Лучшие из лучших. Ижевские из Ижевских. И все они живут в Ижевске. Сцена театра оперы и балета вмещает всех наших номинантов? Ты знаешь... Господа, как сказала Ирина Михайловна, улыбайтесь, потому что вас снимают не скрытые камеры. На всякий случай напоминаю, что у сегодняшней церемонии была еще и онлайн-трансляция, поэтому вполне возможно, что на лучших ижевчан сейчас смотрят где-то там. Порядка 600 жителей Ижевска и еще больше жителей Удмуртии. Спасибо большое всем, кто нашли время прийти на нашу церемонию, и мы надеемся до встречи в следующем году. Спасибо вам, господа. Спасибо.